Hurmatli milletdaşlar, здравствуйте, уважаемые друзья. Начинаем наш стрим. Извините за то, что немножко задержался. Были небольшие технические накладки. Бывает такое. Сегодня тема нашего стрима – это экономика. Экономика Башкортостана. Хотел бы поговорить о том, какая у нас вообще на сегодняшний момент экономика в Республике Башкортостан, каким промышленным потенциалом обладает наша Республика Башкортостан, что мы имеем и как нас в итоге грабит Москва. И хотел бы я сравнить нашу Республику Башкортостан. Я же все время говорю о независимости, о том, что вот мы на сегодняшний момент колония Москвы, и мы не можем вот в таком виде существовать в дальнейшем. Мы живем все хуже и хуже. Мы становимся все беднее и беднее. И если сравнивать с другими бывшими колониями той же самой Москвы, которые сегодня стали независимыми государствами, то сравнение не в нашу пользу. Я специально сейчас начал проект, где сравниваю экономики маленьких стран, маленьких независимых стран с экономикой Республики Башкортостан. То есть это те страны, которые не больше по площади Республики Башкортостан, которые раньше были также зависимы от Республики Башкортостан, ну или вообще какие-либо маленькие страны, какие есть, даже если они не были когда-то колониями, но в любом случае это маленькая страна, которая практически не обладает никакими природными ресурсами, и как они сегодня живут по сравнению с нашей Республикой Башкортостан. В первую очередь, прежде чем начать, я бы хотел бы сказать, чтобы вы все подписывались на мой канал, кто еще не успел подписаться, ставили лайки, распространяли это видео, пишите в комментариях, будем обсуждать, будем спорить. Потому что на сегодняшний момент экономика – это очень важная составляющая. Почему именно я хочу больше говорить об экономике? Потому что многие так называемые хорошие русские, да, как я их называю, московские псевдолибералы, которые выступают против независимости Республики Башкортостан, ну и вообще независимости других национальных республик, они говорят о том, что мы не сможем прожить. Вот мы без Москвы не сможем прожить, вот куда вы там собираетесь, какую независимость вы хотите себе объявлять, посмотрите на себя, вы без нас не сможете, что у вас нет выхода к морю, мы вас задушим таможенными барьерами, ну и так далее, и так далее. То есть у вас ничего нету. Но вот я специально для этого решил сравнивать экономику сегодняшней Республики Башкортостан, ее промышленный потенциал, ее природные ресурсы, да, чем она владеет, и с другими странами, похожими на Республику Башкортостан. И сегодня для сравнения я решил взять такую страну, как Словакия. Словакия – это некогда, ну, тоже можно назвать колония Советского Союза. Она входила раньше в федерацию под названием Чехословакия. После крушения Советского Союза Чехия с Словакией мирно разошлись, стали независимыми государствами. И вот как сегодня, спустя 32-33 лет после обретения независимости, как живет эта маленькая страна, что она имеет, какая у нее промышленность, какой доход вообще у страны, какой доход у простого жителя, какая зарплата у него. Вот это все я хотел бы сравнить. И сравнить, конечно же, с доходом нашей Республики Башкортостан. Итак, начнем. А потом уже после того, как я проведу вот эти сравнения, я уже отвечу на ваши вопросы. Некоторые вопросы присылали уже, очень интересные вопросы. Итак, Словакия. Это государство в Европе, площадь которой составляет 49 тысяч квадратных километров. Я напомню, что Республика Башкортостан по площади составляет 143 тысячи квадратных километров. То есть наша Республика Башкортостан практически в 3 раза больше, чем Словакия. Дальше.
Столица Словакии Братислава, такой город. Население Братиславы 475 тысяч человек. Столица Республики Башкортостан, город Уфа. Население ее по последней переписи 1 100 000 000. То есть, да, ну, в 2 с лишним раза многочисленнее, крупнее. Государственный язык в Словакии один. Словацкий язык. Государственный язык в Республике Башкортостан русский и на бумаге башкирский. Потому что больше нигде башкирский не используется. Максимум, какие достижения остались сегодня у башкирского языка, это 1 час изучения его, 1 час в неделю, и то по заявлению родителей. В остальном во всем, если брать, на каком языке выступают наши депутаты Госсобрания Курултай, на русском. На каком языке правительство Республики Башкортостан, глава ее выступают и проводят какие-то совещания. На русском. На каком языке сегодня все министерства работают, все социальные сферы. На русском. Все на русском, башкирского нету. На каком языке проходят все обучения, институты преподают, обучают наших детей. Все на русском языке. Башкирского практически нету. Хотя по Конституции Республики Башкортостан башкирский язык и русский язык являются равноправными. Но на самом деле, конечно же, это не так. И это все политика Москвы. По-другому еще ее называют лингвоцидом. То есть сознательное убийство языка. Так вот, как я сказал, у словаков, у них словацкий язык государственный. И никто там не возмущается, что его приходится учить. И туда огромное количество сегодня русских проживает, которые бежали из России, бежали от Путина, бежали от режима. И они живут и даже не вякают по поводу изучения словацкого языка. Они прекрасно понимают, что они живут в независимом государстве, хоть и маленьком, но независимом государстве, где словацкий язык является официальный государственный язык. И все изучают, как миленькие. Все изучают, на нем обучаются, сдают экзамены. И то никто не требует из русских, чтобы к нему обратились в магазине на русском языке. Чтобы с ним разговаривали на русском языке. Чтобы ему писали документы на русском языке. Ничего подобного. Только у нас в Республике Башкортостан русские и в других республиках национальных русские требуют, чтобы с ними разговаривали на русском языке. Дальше пойдем. Итак, это Словакия, это унитарное государство, национальное унитарное государство, форма управления парламентская республика, форма управления. Главой государства Словакия является президент, который избирается на всеобщем голосовании на 5-летний срок. Большая же часть исполнительной власти возложена на главу правительства, премьер-министра, который обычно является лидером партии, ну или коалиции, получившей большинство на выборах в парламент. В Республике Башкортостан глава, хозяин всей республики, это ставленник Москвы, гауляйтер, на сегодня это Ради Хабиров. Он имеет абсолютную власть, его никто не выбирает, потому что все выборы, которые проходят в Республике Башкортостан, они номинальные. Если Путин кого-то назначает, это 100%, что он выиграет. Потому что все заточено под то, вся система, избирательная система, вся политическая система заточена под то, чтобы человек из Москвы всегда выигрывал. Дальше. Исполнительный орган правительства Словацкой Республики. Высшим законодательным органом Словакии, то есть у нас правительство, у нас тоже есть свой премьер-министр, да, председатель правительства, тоже есть свое правительство, но сегодня наше правительство возглавляет Андрей Назаров, человек, который некогда изнасиловал со своими друзьями башкирку в городе Сибая, получил за это условный срок, а сегодня вот этот человек возглавляет правительство Республики Башкортостан. Ну вот такие у нас есть казусы. Расскажи, где это в нормальном цивилизованном мире, в каком-нибудь государстве, ну там бы, наверное, я даже когда здесь говорю, в Литве, да, об этом, они там в шоке, люди. Говорят, как такое вообще возможно?
Высшим законодательным органом Словакии является однопалатный национальный совет. Там 150 депутатов. У нас законодательная власть, это Госсобрание Курултай, 110 депутатов избираются, ну точнее, точно так же, как и главу республики, но уже на более низком уровне всех этих депутатов назначают. Как правило, все в депутаты, в Госсобрании Курултай, в депутаты просто так человек с улицы пройти не может. Какой бы любовью он ни пользовался у народа, каким бы авторитетом и уважением не пользовался, он не пройдет. Потому что всегда проходят люди, которые нужны Хабирову. Ну, Хабирову или кто возглавляет республику нашу. Обычно это проходят единороссы. Какую-то часть дают коммунистам, справедливороссам. Сейчас это там новые люди, да, появились, ЛДПР. Все эти места, там мизер по другим партиям распределяется с согласия Хабирова. То есть, еще раз говорю, случайные люди туда не попадают. Единственный случайный человек, который попал из, ну, так называемой оппозиции, это был Дмитрий Чуйвилин, которого мы все знаем, буквально, ну, там, год назад посадили. Посадили, и сейчас он под следствием до сих пор. Как террорист, якобы. Якобы готовил захват власти. Дальше. Так, парламент может отправить президента в отставку, если за это проголосует 3/5 от всего числа депутатов. Президент может распустить парламент, если он трижды в течение месяца после выборов не одобрит программное заявление правительства. У нас Хабирова никто не может отправить в отставку, как и до этого Хамитова, как и до этого Рахимова. И об этом вообще говорить, ну, смешно. Потому что Хабиров, то есть любой человек, любой депутат, как только скажет, что он хочет заявить об импичменте Хабирову, уже через час за ним приедут в наручниках и увезут его в СИЗО на Достоевского. Так, объем валовый внутренний продукт Словакии составляет 214 миллиардов долларов. Это на 2022 год. Запомним эту цифру, да, 214. Объем ВВП, это ВВП, да, у нас ВРП, валовый региональный продукт. Так как мы, Башкортостан, являемся колонией, у нас не может быть валового внутреннего продукта, потому что он может быть только у независимых стран. Так вот, у нас, так как мы являемся колонией, так как мы являемся регионом, у нас валовый региональный продукт, ВРП, и он у нас составляет 27 миллиардов долларов. 27 миллиардов долларов в Республике Башкортостан валовый региональный продукт. 214 миллиардов долларов ВВП у Словакии. ВВП на душу населения, то есть на одного человека, составляет 39,5 тысяч долларов. ВВП, ВРП, да, точнее, на душу населения Республики Башкортостан составляет 4 тысячи долларов. 36 и 4, да? Вот какая разница? Огромная разница. Просто в десятки раз разница. Итак, дальше идем. Средняя заработная плата в 2017 году в Словакии составляла 925 евро в месяц. И с того момента прошло, вот сколько уже, да, получается, 7 лет, но я уверен, что они хуже жить не стали. Средняя заработная плата в Республике Башкортостан составляет 899 евро. 900 евро. Ну, грубо говоря, по подсчетам это примерно около 85 тысяч рублей. Верим в это? Лично я не верю. Я считаю, что это полный обман. Такого не может быть, чтобы у нас средняя заработная плата составляла 85 тысяч рублей. Никто у нас так не зарабатывает. Зарабатывают только чиновники. Поэтому я лично в это не верю. И, насколько я знаю, Башстат, он постоянно там рисует какие-то завышенные зарплаты, завышенные там минималки и так далее. Так, с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда в Словакии составляет 615 евро.
Это примерно около 60 тысяч рублей. То есть минимум человеку официально устраивается на работу, и минимум, какой он должен получить, обязательно, то есть это тот минимум, который в любом случае он получит, это вот 615 евро, 60 тысяч, грубо говоря. У нас минимальный размер оплаты труда в 2024 году составлял 23 тысячи или 254 евро. Дальше. Численность армии Словакии. Словакия хоть и маленькая страна, но она имеет свою армию. Она входит в НАТО. Так вот, численность армии Словакии составляет 14 тысяч человек. Республика Башкортостан является колонией. Ей нельзя иметь свою собственную армию. И поэтому, чтобы в Республике Башкортостан подавлять какие-либо волнения, недовольство жителей, здесь есть оккупационные войска. Так вот, численность оккупационных войск в Республике Башкортостан, а это совокупность всех воинских частей, Росгвардии, МВД, ФСБ, более 20 тысяч человек. То есть в независимой Словакии 14 тысяч человек, а в колониальной Республике Башкортостан оккупационные войска составляют 20 тысяч человек. Дальше. Словакия не имеет выхода к морю. Башкортостан точно так же не имеет выхода к морю. Этот тезис я хочу сказать как упрек тем хорошим русским, да, вот этим псевдолибералам, особенно Милов это заявлял, о том, что страны, которые не имеют выхода к морю, они обречены, они не могут жить нормально, у них экономика не будет развиваться и так далее. Вот, пожалуйста, пример маленькой Словакии, которая не имеет выхода к морю, как она прекрасно живет. Итак, что составляет основу экономики Словакии? Основу экономики составляет, то есть не так много, но есть. Это автомобильная промышленность. Там выпускают запчасти для чешских автомобилей Шкода. Потом в конце 90-х годов, в начале 2000-х годов, благодаря политике привлечения инвестиций, в Словакии началось строительство крупных автомобильных заводов. Там появились такие заводы, как Volkswagen, Peugeot, Kia Motors. Крупные промышленные предприятия Словакии это есть в металлургии, нефтяная промышленность, электроника Samsung, электроника Sony, производство бумаги, производство алюминия, производство бытовой техники. Это промышленность, развитое сельское хозяйство. У сельское хозяйство составляет 1 856 000 гектар. 1 856 000 гектар. И развитый туризм. То есть там красивые горы, пещеры, средневековые замки различные, городки, народные архитектурные памятники, лыжные курорты и так далее. Все. Это вот все, что имеет Словакия. И я вам называл цифру, которую у нее составляет ВВП, ВВП на душу населения, какая зарплата там. Теперь, что имеет Республика Башкортостан? Вот здесь внимательно слушаем. Основу экономики Республики Башкортостан составляет нефтепереработка. Это Башнефть, Уфа-нефтехим, химия, нефтехимия, то есть это Салават-нефтеоргсинтез, или сегодня, как он называется, Газпром-нефтехим, Салават, Уфа-оргсинтез, Шкаповская и Туймазинская газораспределительные пункты, нефтедобыча, Башнефтьдобыча. Нефтеперерабатывающий комплекс республики у нас занимает первое место в республике. А по добыче нефти республика наша занимает 9 место. То есть по переработке первое место, по переработке и производству нефтяных продуктов, да? Нефтепродуктов. А по добыче 9 место. Крупнейший у нас нефтеперерабатывающие заводы являются крупнейшими в Европе. Общее число месторождений минеральных ресурсов разных превышает более 3000. Более 3000 месторождений в Республике Башкортостан. В республике имеются месторождения нефти. Республика очень большие месторождения природного газа.
это около 300 миллиардов кубических метров. Угля, это 10 месторождений, которые составляют 5 миллиардов, 0,5 миллиардов тонн. Железной руды, меди, цинка, золота, каменной соли. Плюс также очень много, ну, там, железной руды, еще, как я сказал, да, железной руды, цветной металлургии, плюс драгоценных металлов, плюс у нас драгоценного камня, поделочного камня, такого как яшма, такого как гранит. Потом у нас малахит, кстати, да, тоже добывают. У нас в машиностроительном комплексе Республики Башкортостан около 300 крупных и средних предприятий. 300 крупных и средних предприятий. У нас в Республике Башкортостан выпускают вертолеты в Кумертау, вездеходы, болотоходы «Витязь», да, так называемые, в Ишимбае. У нас выпускают турбореактивные двигатели. Это УМПО Уфа. У нас выпускают автобусы «Нефаз» в Нефтекамске. У нас выпускают троллейбусы. Это Башкирский троллейбусный завод в Уфе. У нас действует Белорецкий металлургический комбинат. У нас большая деревообрабатывающая промышленность. Общая площадь лесного фонда земли, земельного фонда в Республике Башкортостан составляет более 6 миллионов гектар. Сельское хозяйство, площадь сельскохозяйственных угодий, вот я называл в Словакии там 1 миллион 800 тысяч, у нас же более 7 миллионов гектар. И основные сельскохозяйственные районные республики находятся в умеренной, теплой агроклиматической зоне. У нас в Республике Башкортостан более 90 водохранилищ, 12 тысяч рек, 2700 озер. У нас огромный туристический потенциал. В Республике Башкортостан называют жемчужины Урала. На территории Республики Башкортостан расположены красивые горы, ущелья, пещеры, водопады, минеральные источники, курортные санатории, горнолыжные курорты. Огромный потенциал для туризма. Вот чем обладает Республика Башкортостан. И что мы имеем с этого всего? Ничего. Все наши самые крупные предприятия, самые доходные крупные предприятия принадлежат друзьям Путина, олигархам. Сечину, Миллеру, Алишеру Усманову, Сердюкову, Ротенбергам. Все крупные более-менее предприятия, они зарегистрированы сегодня уже, все их головные офисы находятся в Москве. Ну или в других, или вот в Екатеринбурге, да, как Башметь. Точнее, как УГМК, да, но Башметь входит в УГМК. Так вот, все налоги, соответственно, платятся туда, где находятся головные офисы, там, где они зарегистрированы. Например, Башнефть, она только за добычу только, точнее, она платит налоги за то, что пользуется одним только недрами, да, то есть откуда добывает нефть, вот за одно только вот это недропользование, она платит налоги ровно столько же, сколько доход, вообще составляет бюджет нашей республики. Это около 4 миллиардов рублей. Бюджет нашей республики составляет примерно 4 миллиарда, а вот налог, который платит Башнефть за пользование вот одного вот этого недра, составляет 3,8 миллиарда. То есть одна только Башнефть могла бы содержать весь наш бюджет республики. Но Башнефть это всего лишь, это даже меньше четверти дохода со всех предприятий Республики Башкортостан. Мы очень богатая республика. У нас очень большие объемы производства. У нас очень большой потенциал. И если мы станем независимым государством, мы будем жить, вот как подсчитывали наши экономисты, да, с нашего комитета, по доходам населения, по покупательской способности, мы будем на уровне Хорватии или Польши. Или Португалии. Вот представьте, да, как живет Португалия, как живет Польша, как живет Хорватия и как живем мы. То есть весь наш потенциал, весь наш доход, если бы на самом деле он оставался в Республике Башкортостан, мы бы жили бы как вот эти страны. Живут они достаточно хорошо. Можете
Я понимаю, что мало кто был в этих странах, но есть же интернет, можно набрать, посмотреть, какие дороги, как люди живут, как одеваются, как они ездят путешествовать по всему миру. Мы всего этого лишены, потому что мы колония. У нас все доходы забирает Москва, более 70, более 80% всех доходов, и нам остаются только крохи на поддержание штанов. Вот что мы имеем. Я сейчас начал проект, как я сказал, да, я сравниваю нашу республику Башкортостан с маленькими странами, и потом в дальнейшем будут сравнения с Австрией, которая по территории в несколько раз меньше республики Башкортостан, и которая точно так же не имеет никаких природных ресурсов. Будут сравнения с Эстонией, с Латвией, с Литвой, с Грузией, ну и со многими другими государствами, с Грецией. Все эти страны, они меньше республики Башкортостан, ну или такие же по территории. Но как живут они и как живем мы, огромная разница. Теперь экономический потенциал, по экономике, скажем так, еще на один вопрос хотел ответить. Тут мне прислали как раз по экономике вопрос. Здравствуйте, Руслан. Республика Башкортостан разделена на экономические округа. Зауралье и восточные части не имеют крупных производств, а также добыча полезных металлов. И чем ближе к Челябинску и Свердловску, тем богаче. Также водные запасы, но опять же все на территории Челябинска. Не развиты дорожные сети. Южные регионы считаются дотационными. Западные, юго-западные и северо-западные районы добычи нефти и попутных газов, крупное производство, развитая агрономия, развитые дорожные узлы. Вопрос. Руслан, как будут устроены экономические округа в Башкортостане? Не вызовет ли это дробление республики, потому что богатые округа не захотят обеспечивать бедные округа? Итак, как вообще не понимаю этого вопроса, как не захотят обеспечивать западные, северо-западные округа, наши, скажем, да, юго-восточные районы. Это вся территория Республики Башкортостан. Это вся территория башкирского населения, коренного башкирского населения. Поэтому тут не может возникнуть вопроса, что кто-то там будет обеспечивать кого-то. Да, Зауралье у нас не развито. Почему? Потому что много лет сознательно в республику в Зауралье не вкладывалось. Потом в поздние годы Рахимова была такая программа развития Зауралья, комплексная программа, там она на 10 лет была рассчитана. За нее отвечал Таджидинов, Ильшат Таджидинов, бывший СБМщик, который просто банально воровал оттуда. Воровал, и Зауралье вообще не развивалось. Я помню, через Ишимбайский район проходила дорога, строилась дорога, то есть она шла с Белорецка до Стерлитамака. Вот эта дорога, она строилась что-то больше 10 лет, больше 20, наверное, даже лет. И так она и до сих пор не достроилась. Одна какая-то единственная дорога, то есть, да, сквозь горы, вот с Белорецка до Стерлитамака. Это очень нужная дорога, очень нужная, которая бы связала Зауралье с центром Республики Башкортостан. И все, она так и не достроена, по ней невозможно ездить. Она как бы номинально на карте, она как бы отчитали, что она есть, на самом деле ничего там нету. По ней можно проехать только летом, когда сухо, там и то на машинах, у которых высокий клиренс, на грузовиках можно. А так на каких-то там простых легковушках, там нет асфальта. Там нет асфальта, и практически проехать невозможно. Убьешь машину всю. Вот это вот развитие Зауралья. И, конечно же, когда Республика Башкортостан станет независимым государством, мы будем по-настоящему вкладываться в Зауралье. Там будут и транспортные узлы, там будут и хорошие автомобильные дороги, потому что сегодня, вот я буквально видел там где-то в каком-то канале, там показывали дорогу Акьяр-Сибай, но там страшно посмотреть. Это ужас. Конечно же, никто не вкладывается в Зауралье, и оттуда просто выкачивают природные ресурсы, оставляя после себя изгаженную землю. Почему все вот эти сходы, гиены башкир проходят? Потому что оттуда добывают, выкачивают золото, выкачивают медь, выкачивают другие природные ресурсы, оставляют вместо себя
испорченную землю, где невозможно жить после этого. Посмотрите на Учелинский район. Это же вообще всю ее испоганили всю. Настолько красивый район был. Поэтому, конечно же, не будет такого, да, что вот кто-то кого-то кормит. Бюджет будет распределяться везде одинаково, потому что сегодня и западные районы живут плохо, точно так же. И все, что добывается на территории Республики Башкортостан, это, конечно, все достояние жителей Республики Башкортостан, достояние всего многонационального народа и, конечно же, в первую очередь башкир, как республикообразующего автохтонного коренного народа. Поэтому в Заурале будем вкладываться обязательно. Следующий вопрос мне задали здесь. Он уже к экономике, скажем так, не относится. Сейчас. Он больше к политике. Так. Руслан Агай, что вы подскажете делать Башкортостану в будущем с русскими в нашем государстве? Как мы можем основать свое государство в национальном меньшинстве в нем? Ну, на этот вопрос я много раз отвечал, отвечу еще раз. Русские это такие же жители Республики Башкортостан на сегодняшний момент. И все эти русские жители, а также других национальностей, которые захотят жить в независимом Башкортостане, признают Республику Башкортостан независимым государством, захотят связать свое будущее, будущее своих детей с Республики Башкортостан, они должны будут по нашему проекту, да, они должны будут дать присягу на верность Республике Башкортостан, на верность ее конституции, ее законов. Все. И будут жить в Республике Башкортостан, понимая, что они живут в национальном государстве, в башкирском национальном государстве, где государствообразующий народ являются башкирами, где государственный язык является башкирский язык. И эти все народы, русские, татары, чуваши, марийцы и другие народы, они все будут пользоваться точно такими же правами. Все доходы будут распределяться точно так же на них. Все будет так же. Будут жить и радоваться жизни, потому что они будут жить в богатой республике, где будет уровень жизни высокий, где будут хорошие зарплаты. И каждый будет стремиться стать гражданином Республики Башкортостан. И еще не каждый получит это гражданство. Мы будем давать гражданство. То есть гражданство Республики Башкортостан получат все башкиры, проживающие на территории Республики Башкортостан, которые захотят к нам приехать, жить в нашей республике. Они автоматически получат, так как они являются башкирами. Все остальные, но мы будем смотреть, насколько они полезны будут для нашей республики. То есть какие-то необразованные или криминального характера люди, конечно же, они нам не нужны здесь. Зачем, для чего? Чтобы нам здесь повышать статистику преступлений, что ли? Нет, абсолютно. Мы будем приглашать инженеров, врачей, айтишников. Вот эти люди, да, нам нужны будут с высшим образованием. А люди, которые нам будут нести проблемы, ну такие люди нам точно не нужны. Еще раз говорю, гражданство Республики Башкортостан, чтобы получить, это будет что-то такое, знаете, очень ценное для человека. Как сегодня получить гражданство Швейцарии, допустим. Потому что я уверен, что наша Республика Башкортостан, а тот потенциал, который у нас есть, я вам перечислил, мы будем жить очень хорошо. Теперь посмотрим, какие вопросы пришли здесь, в чате. Так. С какими странами ты еще сделаешь такие сравнительные картинки или только со Словакией? Я уже сказал, да, то есть будут другие. Здравствуйте, Руслан. Как относишься к возможности либертарианских преобразований в независимом Башкортостане? В первую очередь имею в виду политические аспекты, например, свобода ассоциаций. Мне не очень нравится политика, вот эта, да, идеология либертарианства. Но я за то, чтобы у нас в Республике Башкортостан политические партии были разные абсолютно.
пусть будет у нас либертарианская партия. Если она своими взглядами, своей идеологией, своими идеями завоюет умы и наберет большинство в парламенте, сможет занять большинство мест в парламенте, сформировать правительство, поставить своего премьер-министра, значит у нас экономика и политика будет либертарианская. Но, еще раз говорю, у нас Республика Башкортостан, мы ее видим в будущем как парламентскую республику, и каждый будет бороться за умы жителей Республики Башкортостан, за умы ее граждан. Будут национальные партии, будут партии зеленых, либеральные партии, консервативные партии, партии националистов. Разные будут партии. Единственные партии, которые будут запрещены, как я говорил, это коммунистическая партия будет запрещена. Например, в Литве она запрещена и признана экстремистской. За нее и за символику серпа и молота можно получить срок здесь. Ну, уголовное дело. У нас будет то же самое, потому что столько бед, сколько принесла нам коммунистическая партия, но это, если, ну, можно долго перечислять, да, один голодомор только чего стоит. Единая партия у нас будет запрещена. Вообще все федеральные партии, которые сегодня есть в Республике Башкортостан, они, конечно же, будут расформированы, а партия «Единая Россия», она также будет признана экстремистской. Так, Руслан, приветствую, я ваш тезка. Вы много говорите, но все же в чем-то с вами согласен, в чем-то нет. Что вы предлагаете для отделения Башкортостана и становления независимости? Конкретно, что делать? Но я много раз говорил о... Так, что вы предлагаете для отделения Башкортостана? Вообще, я как бы немножко не понял вопроса, пожалуйста, сформулируйте более четко вопрос, что значит, что вы предлагаете для отделения. Башкортостан станет независимым государством после краха режима. Режим рухнет, все, после этого мы будем сразу же брать власть в свои руки и делать Республику Башкортостан независимым государством. Так. Так, много всяких разных комментариев, спорят друг с другом. Как всегда, боты понабежали. Так, ну если сейчас не будет больше вопросов, то, наверное, на этом закончим. Так, ну вопросов больше не вижу я. Вопросы, если вы не задаете, тогда мы сейчас эфир закончим, ребята. Так, вот вопрос. Кахарман задает. Как думаешь, Руслан, если татары Башкортостана поддержат башкортов в борьбе за свободу, будут ли для них какие-нибудь профиты? И наоборот, если будут против нас, что с ними будет? Хороший вопрос. Я вообще планирую в будущем посвятить целый эфир татаро-башкирским отношениям в Республике Башкортостан. Но еще раз говорю, что татары точно так же находятся в той же самой лодке, что и башкиры. Мы все под гнетом так называемого русского мира. Когда сегодня говорят о так называемой башкиризации татар и татаризации башкир, но давайте посмотрим, кто сегодня из башкир стал татарами. Ну вот последние 30 лет, да, в котором мы находимся в составе этой России. Практически никого. А кто из татар стал башкирами? Ну, не приписанных, а вот реально. Тоже, ну там может быть единицы, что с той стороны, что с этой стороны. А теперь посмотрите, какой процент потеряли башкиры и татары от того, что они стали русскими, обрусели, потеряли свои языки. Еще раз говорю, у башкир 1/3 башкир не считают башкирский язык своим родным языком. Они уже считают свой родной язык русский.
То же самое у татар. У татар катастрофическая цифра. У них там 1 с лишним человек не считает свой язык родным языком. Они потеряли огромное количество также по переписям. То есть проблема не в татаризации, не в башкиризации, проблема в русификации. Вот в чем проблема. И если мы не создадим свои независимые государства, то мы обречены в этом быть колониями и обречены исчезнуть в русском мире. Нас просто ассимилируют. Мы станем навозом для произрастания русской нации. Башкортостан не будет независимым без независимого Татарстана. Татарстан не будет независимым без независимого Башкортостана. Мы прикрываем друг друга. Мы всего лишь две мусульманские страны, два мусульманских государства, находящихся в центре России. Мы просто обязаны друг друга поддерживать. И татары, проживающие в Республике Башкортостан, точно так же обрусевают сегодня, как и татары Татарстана. Я в своем проекте говорил, что татары Башкортостана, как и другие народы, как и чуваши, как и марийцы, у нас есть проект, и мы там расписали, что в районах компактного проживания того или иного народа, возьмем районы компактного проживания татар, у них будут все учебные заведения, начиная от детского сада, заканчивая школами по 11 класс, все на татарском языке. Полное обучение будет на татарском языке. Им будет разрешено создавать свои университеты, но частные. Пожалуйста, на татарском языке университеты, пожалуйста. Делопроизводство, внутреннее делопроизводство в районных администрациях, которые будут документооборот внутри района, внутри населенных пунктов, пожалуйста, на своем языке. Все для этого будет. Телеканалы, пожалуйста, создавайте. Поэтому еще бюджет будет большая часть оставаться в своих районах. И только меньшая часть будет отправляться. Распределение бюджета будет такое, что большая часть будет оставаться на местах. Я думаю, что мы создадим такие условия, чтобы всем народам было комфортно. Чтобы ни один народ не ассимилировался, не терял свою идентичность. Нам это выгодно. Почему? Потому что нам выгодно, чтобы татары разговаривали на татарском языке. Почему? Потому что башкир татара всегда поймет. Татар башкира всегда поймет. Мы можем общаться друг с другом, не имея... Нам не нужны переводчики. У нас на 97% наши языки схожие. Мы можем общаться свободно без русского. Поэтому вот эта вот единая языковая сфера, начиная от Уральских гор, заканчивая Волгой, и даже дальше за Волгой даже там, мы можем создать вот эту единую языковую среду, где башкиры с татарами могут свободно общаться. И русский язык будет катастрофически терять свое положение. Поэтому нам выгодно, чтобы татары изучали все татарский язык свой. Да, у них будет преподаваться государственный язык башкирский. Но я уверен, что татарам башкирский язык, и они его будут учить так же легко, как и... потому что они будут разговаривать на своем родном языке. То есть им практически не нужно будет прилагать усилия для того, чтобы изучать башкирский язык. Меняй только буквы, да, и все. И то, я думаю, что мы еще сделаем так, что вот татарам Татарстана можно будет без экзаменов, без знания, точнее, государственного языка башкирского поступать в наши башкирские университеты. И я уверен, что мы договоримся, чтобы в Татарстане также наши башкиры могли поступать без знания государственного языка. То есть, потому что мы разговариваем на одном языке. Условия будут все. Также будут условия для марийцев, для чувашей. Все, каждый в своих компактных проживаниях, все будут, у них языки их не будут процветать, им будем выделять для этого деньги и финансы, поддерживать. В том числе, конечно же, свои республики будут точно так же поддерживать, и никаких препонов для этого мы не будем делать, чтобы свои республики поддерживали свои народы на территории нашей республики. Как мы будем поддерживать точно так же башкир на территории других регионов и уже национальных республик. Поэтому
А вообще, я же говорю, я как бы проведу отдельный стрим по татаро-башкирским отношениям, и там более подробно поговорим. Кстати, недавно у нас был стрим с Русланом Айтиным на канале Лиги Свободных Наций. Кто и не смотрел, посмотрите, очень интересно. Тоже мы обсуждаем татаро-башкирские отношения там. Так, перейдем ли мы на латиницу вместо кириллицы? Я разговаривал со многими филологами нашими, лингвистами по башкирскому языку, по латинице. Мы все пришли к мнению, что вот в ближайшей перспективе, когда Республика Башкортостан станет независимым государством, в ближайшие несколько десятков лет мы не будем переходить на латиницу. Почему? Потому что наш башкирский язык на сегодняшний момент и так находится в очень тяжелом положении. Если мы сейчас резко перейдем на латиницу, то мы очень многое потеряем. Мы потеряем то наследие, которое у нас написано на кириллице. В общем, нам сперва нужно, скажем так, свой башкирский язык, который сейчас пишется на кириллице, нужно его поднять на должный уровень, чтобы он захватил все сферы жизнедеятельности Республики Башкортостан, чтобы он во все сферы проник, чтобы свободно на нем разговаривали инженеры, строили свои схемы, планы, да, чертежи, чтобы на нем свободно врачи говорили, когда ты приходишь в больницу, чтобы ты мог свободно получить на башкирском языке консультацию врача. Чтобы на башкирском языке ты смог вести юриспруденцию, да, юридические какие-то дела, суды, чтобы были на башкирском языке. То есть все сферы Республики Башкортостан, когда перейдут на башкирский язык полностью, тогда уже, когда вот он уже закрепится, когда целое вырастет несколько поколений людей, жителей, граждан, которые свободно владеют башкирским языком, как сегодня, допустим, это в Литве происходит. Здесь огромное количество живет русских, огромное количество поляков, белорусов, и они все в совершенстве владеют литовским языком. В совершенстве. Они владеют своим родным языком, плюс они владеют литовским языком. Вся молодежь свободно, двух-трехязычная, она легко переходит, допустим, с русского на литовский, потом на английский и обратно на русский. Понимаете? И никаких проблем. Никто не возмущается, почему нам нужен этот литовский язык, который один такой единственный в мире. А башкирский язык, он входит в тюркскую языковую группу. Знание башкирского языка тебе облегчит получение знаний казахского, турецкого, азербайджанского. А сегодня все эти тюркские страны, они очень бурно развиваются. И в будущем, я уверен, будет союз тюркских государств. И башкирский язык, он будет очень нужен для того, чтобы общаться с другими. Зная башкирский язык, сегодня вот человек уезжает в Турцию, и башкиры, татары, не дадут соврать, татары и башкиры очень легко, очень быстро изучают турецкий язык. Потому что, очень схожие языки. Одна группа языковая. Поэтому я уверен, что с татарами у нас все будет хорошо. Татары, еще раз говорю, такой же колонизированный народ, как и башкиры. И у них такие же проблемы, как у нас. Мы всегда друг с другом сможем договориться. Все проблемы, которые есть между башкирами и татарами, это все выдуманные проблемы, спущенные нам с Москвы. Есть специальные люди, которые сидят на зарплатах, что среди татар, что среди башкир. Есть люди, которые сознательно создают конфликты, спорят о каких-то общих предках там, да, что вот этот был татаром, нет, он был башкиром. Какая нафиг разница, вот, да, Минигалиши Муратов, татар он был или башкир, вот какая разница? Мы от этого что, лучше жить станем, что ли, если он станет башкиром? Или он, если станет татаром, мы что, от этого хуже жить станем, что ли? Нет, абсолютно нет. Все проблемы, какие есть между нами, мы можем сесть и всегда за одним столом собрать ученых, адекватных ученых. Не те, которые сознательно разжигают конфликт между нашими народами, а нормальные, адекватные ученые, башкиры, с башкирской стороны, с татарской стороны, посадим их за общий стол,
научный стол, проведем какие-то научные конференции, и пусть сидят, обеспечим, будем платить им зарплаты, чтобы они сидели и находили общие языки, выстраивали общие отношения, чтобы два наших народа могли жить свободно. Как сегодня Азербайджан с Турцией живут. Душа в душу. Недавно смотрел, сейчас идет чемпионат мира по футболу, чемпионат Европы по футболу, как азербайджанцы болеют за турков. Как за своих родных. Вот такие отношения должны быть. А мы все какие-то ищем, какие-то там, кто древнее, кто был тот или иной там по национальности. Но это вообще не важно. Но это, конечно, еще раз говорю, это все обсуждаемо. Это вообще не те проблемы, которые нам нужны. Наша основная проблема – это русский мир, который нас подавляет. Наша основная задача, наша основная цель – это независимость. Когда мы ее получим, я уверен, между Башкортостаном и Татарстаном будут отличнейшие отношения. Татары и Башкортостана будут жить хорошо, отлично будут жить. У нас не будет никаких проблем. Никакой войны, никакой конфликтов не будет. Всегда договоримся. Адекватное правительство Башкортостана, адекватное правительство Татарстана всегда сможет найти общий язык. Если Москва не будет вмешиваться. А Москва будет стараться вбивать это клинья. И у Дугина в его трудах даже есть моменты, целые цитаты, где он говорит о том, что нужно сознательно вбивать вражду, конфликты, противоречия между башкирами и татарами, чтобы они не могли объединиться. Наша задача же объединиться. Имеется в виду не объединить наши республики в какое-то единое государство, нет. Мы будем жить независимо друг от друга, но дружно. Рядом Казахстан, Башкортостан, Татарстан, Чувашия. Вот 4 республики тюркские, да, объединенные общей тюркской идентичностью. Плюс рядом будет республика Эрзя, Мокша, Мариэл, Удмуртия. Всегда сможем найти друг с другом общие языки и договориться. На этом я заканчиваю наш эфир, наш стрим. Еще раз хочу поблагодарить всех, кто сегодня был, кто участвовал. Ставьте свои лайки, пишите комментарии, обсуждайте, пересылайте этот стрим. Кто хочет помочь на развитие канала, на развитие национального нашего движения, нашего комитета, там и ссылки в описании есть. Отправляйте свои донаты. Всегда будем благодарны. Спасибо большое. До следующих встреч.